Обучение условиям и требованиям программы «Социальный контракт» проходит на базе Тувинского сельхозтехникума с привлечением преподавателей-экспертов по предпринимательству. Цель обучения – повысить финансовую грамотность граждан, раскрыть особенности системы налогообложения, рассмотреть стратегии маркетинга и пути продвижения продукции на рынке, познакомить потенциальных участников с требованиями по составлению и сдаче отчетности. Сегодня мы поделились на команды по 5 человек, 5 команд. И в команде они выдвигают бизнес-идеи, а дальше мы эти бизнес-идеи тестируем, то есть с помощью различных механизмов. Сегодня, допустим, мы свод-анализ производили, то есть это анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз бизнеса. На основании этого анализа уже со стороны могут увидеть, что им не хватает для этого бизнеса, какие у них поджидают, какие угрозы, что надо минимизировать, что надо улучшить и так далее. Проект «Социальный контракт» помогает малоимущим гражданам повысить финансовую грамотность и найти выход из сложного материального положения. Кроме теоретических и практических занятий, слушателям курсов были организованы мастер-классы по технологии переработки сельскохозяйственной продукции. Социальный контракт или социальная помощь малоимущим и многодетным семьям и одиноко проживающим гражданам реализуется с прошлого года. В прошлом году в порядке эксперимента по территории Российской Федерации мы участвовали. В этом году, как полноправные участники, мы запустили данный проект. И, соответственно, у нас план на этот год 3257 социальных контрактов мы должны охватить наших малоимущих многодетных семей нашей республики. Аймира Ондар – одна из участниц проекта. Свой путь к бизнесу начала в марте этого года. Сейчас она имеет небольшой цветочный магазин. Чтобы открыть его, преодолела немало трудностей. С некоторыми помогли справиться друзья, знакомые и родственники. Ее магазин продолжает развиваться, но, как признается Аймира, для ведения бизнеса необходимо четко понимать свои цели и возможности. Я считаю, было бы лучше, если бы я прошла обучение до бизнеса, получается. Если бы я тогда обучилась, я бы не допустила этих ошибок, которые я уже допускала. В этом курсе я научилась, как надо правильно бизнес планировать, про налоги, налогообложение, как анализировать свой бизнес, сильные стороны, угрозы, слабые стороны, возможности. Участниками проекта могут стать как уже действующие предприниматели, так и безработные граждане, которые желают зарабатывать своим трудом. Для того, чтобы стать участником проекта, можно обратиться в Центр занятости населения или в Министерство труда и социальной политики республики. Алдынкас Буян, Мирана Иргит, Тува 24.